Он бил, как можно, что я могу сказать? Завтра дочери Натальи исполнилось бы 18. Она была студенткой техникума. Незадолго до трагедии устроилась подрабатывать официанткой в кафе. Правда, проработала там совсем недолго, а в ночь на 24 декабря она возвращалась на такси с работы домой. В этот момент на высокой скорости в машину влетела Kia. Я начала звонить, я не знаю, сколько звонков я сделала, трубку никто не берет. Звонок проходил? Да. Я, конечно, не такое мне в голову, конечно, всякое могу. Что-то нельзя, вот какая-то девушка, дрожащим голосом сказала, что это реанимация, 7-я горбольница, приезжайте. Ваша дочь реанимации, по телефону ничего не скажем. Эти кадры мигом облетели социальные сети. ДТП произошло на улице Чистопольская. Водитель Kia вылетел на встречную полосу и врезался в такси. В этот момент в салоне автомобиля помимо водителя находились 2 пассажирки. Девушку, что сидела впереди, спасли подушки безопасности. Дочь Натальи сидела сзади. Ее не спасло даже то, что она была пристегнута. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшей несовершеннолетней были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она спустя 3 дня скончалась в медицинском учреждении. За рулем Kia был бывший сотрудник Следственного комитета 27-летний Рамиль Мубаракшин. Управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Не знаю, честно говоря, как это получилось. Никогда до этого такого не было. Вы сразу свою вину признали? Да, конечно, с самого начала. В суде бывший следователь заявил, что готов загладить вину и возместить ущерб потерпевшим. Прошу прощения у потерпевших, на самом деле. Я понимаю, что совершенно на это очень ужасный поступок. Но мать погибшей девушки просит суд наказать виновника ДТП по всей строгости закона. А, к слову, если его вина будет доказана, то ему грозит до 12 лет лишения свободы. Нафиса Минязова, Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112.